Теперь о других событиях дня. На юге Чечни у Шатои новые бои. Последние новости от нашего военного корреспондента Александра Хабарова. Тяжелые бои продолжаются в Аргунском ущелье. Войска сейчас сжимают кольцо вокруг селения Шатой. Они уже контролируют господствующие высоты в этом районе. Военные отмечают изменения в тактике боевиков. Их в Аргунском ущелье свыше 2000, но действуют они теперь разрозненно. Все они разбились на малочисленные группы, которые постоянно перемещаются и ведут огонь с заранее подготовленных позиций. Военные отмечают эти огневые точки боевиков и наносят по ним удары артиллерии и авиации. Только за минувшие сутки летчики совершили свыше 100 боевых вылетов. По предварительным данным, им удалось уничтожить 4 дота боевиков и 2 зенитные установки. Кроме того, авиация минирует отдельные участки и создает завалы, перекрывая тем самым горные тропы и лишая боевиков путей отхода. Одно из чеченских формирований численностью до 300 человек сегодня утром пыталось пробиться в сторону Грузии в районе селения Омичу, но было остановлено и частично уничтожено. По сведениям командования объединенной группировки в Шатойском районе действуют сейчас отряды Хаттаба Гилаева и Басаева, которые после ранения, полученного в начале февраля, до сих пор находятся в крайне тяжелом состоянии. Там же сейчас подразделение, подчиняющееся лично Масхадову. Одна из группировок боевиков оказалась отрезанной от основных сил в селении Дуба-Юрты. Как утверждают военные, часть из этих людей готова сложить оружие. Во всяком случае, за минувшие сутки было захвачено в плен около 30 боевиков. Разрозненные группы еще оказывают сопротивление не только в Аргунском, но и в Веденском ущелье, и по ним также наносятся артиллерийские и авиационные удары. Командование утверждает, что операция в горах проводится практически без потерь. По официальным данным, за минувшие сутки в Аргунском ущелье погибло 2 российских военнослужащих. Несмотря на плохие погодные условия, а сегодня в Чечне пошел снег, военные рассчитывают провести завершающий этап операции в горных районах в максимально сжатые сроки. Одна из главных задач – завершить активные боевые действия до наступления весны и не дать боевикам возможности уйти из заблокированного войсками Шатойского района. Александр Хабаров, Алексей Передельский и Сергей Соловьев, телекомпания НТВ из Чечни. На фоне новых боев в Чечне новый международный скандал. В Польше демонстранты срывают российский флаг. Москва отвечает резкими заявлениями. С подробностями Юрий Липатов. То, что фактически было совершено нападение на дипломатическое представительство России в Польше, то, конечно, за это прямую ответственность несет польское руководство. И оно должно дать разъяснение по этому вопросу. Как такое можно было допустить, когда сорван флаг государства, с которым имеются дипломатические отношения, и водружается флаг международных террористов, бандитов. Поэтому, конечно, мы соответствующие выводы будем делать. Такова официальная реакция Министерства иностранных дел на антироссийские акции, прошедшие в Польше в день 56-й годовщины сталинской депортации чеченцев. События, вызвавшие серьезнейший международный скандал, выглядели вот так. Молодые люди топчут красно-бело-синий флаг возле здания Генерального консульства Российской Федерации. Еще несколько человек разрисовывают здание нацистской свастикой, позируют на фоне плаката «Бомбите Кремль» и скандируют имя террориста, захватившего больницу в Буденновске. Шамиль Басаев! Шамиль Басаев! Шамиль Басаев! Все это произошло в городе Познань при полном попустительстве местной полиции, которая не вмешивалась в события до самого окончания акции. В Познани был случай, когда группа демонстрантов вторгнула на территорию консульства Российской Федерации. И это происходило при участии полиции. Там идет расследование, но эта же группа людей, которая вторгнула на территорию консульства, представляет себе как члены группы «Свободный Кавказ». А эта съемка сделана уже в Варшаве. Около 150 человек отправились на антироссийский митинг прямо после молитвы в костеле. В руках они держали бело-зеленые флаги с изображением волка, символикой, которая до последнего времени служит опознавательным знаком для чеченских сепаратистов. Скандировали демонстранты лозунг «Свободу Чечне». Подобные акции были организованы еще в Гданьске и Кракове. А в городе Бельска-Бяла неизвестные осквернили кладбище, где похоронено 11 тысяч советских солдат. Ни в одном случае виновные не были задержаны на месте преступления, несмотря на то, что за безопасность консульства в Познани, например, по международным соглашениям прямую ответственность несет польская полиция. Сегодня в российском МИДе послу Польши в России вручили текст заявления, выдержанного в жестких тонах. Бездействие польских властей расценено как фактическое поощрение экстремистов, как нежелание создать нормальные условия для работы российских представительств в Польше со всеми вытекающими отсюда последствиями для двусторонних отношений.
Польские дипломаты оказались в очень непростой ситуации. Однако МИД Польши выразил надежду, что этот инцидент серьезно не скажется на состоянии отношений с Россией. Последние события такой надежды не дают. Совсем недавно из Польши были высланы российские дипломаты, обвиненные в шпионаже. А деятельность антироссийских организаций, поддерживающих сепаратистов в Чечне, еще со времен Первой Чеченской войны вызывала недовольство Москвы. На этом фоне особенно тревожно прозвучали угрозы комитета «Свободный Кавказ», пообещавшего, согласно информации агентства ТАРТАСС, продолжить свои акции протеста. Юрий Липатов, Роман Михайленко, Илья Мурдюков. Боевики продолжают ожесточенное сопротивление федеральным силам. Они разбили свои отряды на небольшие группы, максимум до 80 человек, сделав ставку исключительно на диверсионную войну. Военные говорят, что эта тактика может принести успех боевикам только если они сумеют продержаться до середины мая, когда деревья покроются листвой и в горах будет легче скрываться. Однако планы командования объединенной группировки предусматривают, что операция на юге Чечни должна завершиться еще до таяния снегов. Сегодня об этом говорил министр обороны Игорь Сергеев. С последними новостями из Чечни Максим Киселев. Российские войска взяли под контроль практически все стратегически важные высоты близ райцентра Шатой. Сам населенный пункт блокирован. Это последняя крупная база боевиков в Чечне, укрепленная и готовая к отражению штурма. Но командование объединенной группировки не собирается менять тактику и брать Шатой в лоб. Сейчас по позициям боевиков продолжает наносить удары артиллерия и авиация. Каждую ночь боевики небольшими группами пытаются вырваться из котла. Каких-либо существенных изменений на этот час обстановка не претерпела. Боевики еще оказывают сопротивление. Тем не менее, подразделения федеральных сил ведут боевые действия уже непосредственно в Аргунском ущелье. Блокированы населенные пункты, прилегающие к Шатою. Да, продвижению войск мешает непогода. Однако войска продолжают выполнять поставленную задачу в соответствии с разработанным планом. Сегодня стало известно, что в ходе боев за Шатой взят в плен один из полевых командиров боевиков. По некоторым данным, это араб по национальности, командовавший отрядами наемников, которые сейчас ведут ожесточенное сопротивление в населенном пункте Харсиной. Официальные источники эту информацию не подтверждают, но, судя по всему, сейчас плененный полевой командир дает показания российской контрразведке. Многие готовы сдаться сами. Один из полевых командиров, чей отряд действует в районе Волчьих ворот, по открытой связи предложил выдать заложников в обмен на коридор, по которому ему дадут уйти в Ингушетию. Но переговоров не получилось. Полевой командир погиб под огнем российской артиллерии. Сегодня спецслужбы освободили в Чечне нескольких заложников. Кирилла Перченко бандиты украли прямо в Москве, неподалеку от метро Кантемировская. Они это делали при помощи грузовых машин, в кузове которых был оборудован специальный отсек для вывоза пленных. Потом остальная часть кузова забивалась либо стекловатой, в моем случае, как это было, в другом случае, я слышал, там были кукурузные палочки или еще что-то. Кирилла провезли через всю Россию в машине хлебовозки. Из кузова его выпустили только в Грозном. Нас останавливал милиция, они даже пару раз открывали кузов автомобиля, но там была стекловата. А закричать? Когда тебе ставят в глаз нож и затыкают рукой рот, то довольно-таки сложно закричать и даже постучать по кузову. Почти сразу Кирилла отвезли в Урус-Мартан. В яме, где его держали, находилось еще 10 человек, которых постоянно избивали. До меня там были люди, которым отрезали пальцы. Со мной вместе сидел человек, который просидел 9 месяцев. Ему отрезали 2 пальца. И все это происходило на наших глазах. Они снимали на камеру, отсылали родным. С началом войны заложников увезли в горы, где заставляли строить укрепления. Тех, кто отказывался, казнили. В плену их удерживали даже когда этот район взяли под контроль российские войска. Лишь после одной из спецопераций Кирилла удалось освободить. Через несколько дней он уже будет дома. Максим Киселев, Роман Дарпенян, Сергей Шилин, Владимир Аршковский, ОРТ, Чечня. Сегодня Игорь Сергеев назвал цифру потерь федеральных сил за последние сутки боев в Шатойском районе. По его словам, войска Минобороны за это время потеряли там убитыми 2 военнослужащих. Однако есть и другая статистика. Франс Пресс цитирует сегодня российского офицера, который на условиях анонимности сообщил агентству, что с начала этой недели на юге Чечни погибли 33 военнослужащих федеральных сил. На войне рискуют все, однако больше других достается спецназовцам и вертолетчикам. Первые идут в бой на самых сложных участках, за вторыми ведут настоящую охоту боевики. Тем более, что тяжелые вертолеты Ми-8, на которых доставляется десант, в горах становятся отличной мишенью. И здесь может спасти только мастерство летчиков. Иногда они берут с собой на передовую наши съемочные группы. Но сегодня в вертолете для моих коллег не нашлось места. Олег Грознецкий и Вячеслав Тибелиус провожали спецназ на задание на земле. Вы видите, как разведчики садятся в вертолет? Первая группа десанта уже высадилась на одной из горных вершин. Там сейчас идет бой.
А этот вертолет уже получил несколько пробоин, к счастью, несущественных. Беглый осмотр. Жизненно важные агрегаты не повреждены. Значит, снова в воздух. Командир разведбата нас с собой не берет. Нет места. Бойцы и боеприпасы там сейчас нужнее, чем телекамера. Спецназовцы переживают. Быстрее бы туда, в горы, помочь своим. Пока очередная группа ждет вертушку, фото на память. Только они, на армейском сленге спецы, могут спокойно фотографироваться, зная, что через час вступят в тяжелый бой. Спецназ суеверных не берут. В подразделении лишь несколько срочников. Остальные воюют не первый год. Риск – это их выбор. Уходят в горы с улыбкой и мыслями о близких. Кристина, если увидишь папу, не переживай, я помню, я письмо тебе написал. Диман, я здесь, все нормально, Диман. Бабка вернется. Лена, Игорек, скоро приеду. Сынуля, он всегда со мной. Все нормально у меня будет. Счастливо всем. Попасть в горы удалось только к вечеру, после того, как атака боевиков была отбита. Вот с этой высоты, с командно-наблюдательного пункта при управлении огнем, в районе вот тех высот, в направлении примерно на северо-восток, по дорогам отходили группы боевиков. Вот мы там и наносили им и огневое поражение, и существенные потери. Вертолет садится точно на вершину. Площадка здесь настолько мала, что счет идет на сантиметры. Накануне один из московских генералов вылетел в горные районы со своим экипажем, придворным. Винтокрылая машина едва не свалилась в пропасть. В горах каждый прилет вертушки – праздник. Боеприпасы и продовольствие сюда можно доставить только по воздуху. И каждый раз это смертельный риск для экипажа. Вертолеты практически каждый день привозят или приносят, получают пробоины. Бывают случаи, когда приходится и произвести посадку вынужденную. Игорь – командир экипажа вертолета Ми-8. Представлен к званию Героя России. Летает, как будто родился в небе. Брал нас на свой борт всегда без проблем. Лишь однажды сделал все, чтобы мы не улетели. В тот самый день, когда почти неделю назад вертолет с 3 членами экипажа и 12 спецназовцами ушел в горы и не вернулся. Предчувствие. Но у летчиков нет права на выбор, лететь или нет. И только посадив вертушку на вынужденную и увидев изрешеченное днище машины, думают про себя. Повезло. Олег Рознецкий, Вячеслав Тибериус, ОРТ, Чечня. МИД России сегодня выступил с заявлением, в котором выражается надежда, что азербайджанская территория не будет использоваться в антироссийских целях. Внимание дипломатов в Москве привлекли публикации в прессе, в которых описывалось, как в клиниках Баку проходит лечение раненые чеченские боевики. Азербайджанские власти расценивают эти статьи как провокации. Наша съемочная группа провела собственное расследование в столице республики. Информация о том, что в Баку лечатся чеченские боевики, в последнее время периодически появляется в местной печати. Власти Азербайджана ее также регулярно опровергают. Однако, как говорится, слухами земля полнится. Многие очевидцы рассказывают, что в клиниках Баку им встречались молодые мужчины чеченской национальности с огнестрельными и осколчатыми ранениями. Особенно часто упоминается 5-я городская больница. Ее медперсоналу строго наказано не пускать в палаты к больным журналистов. Корреспондент газеты «Коммерсант» проник в хирургическое отделение как простой посетитель. Мне удалось там поговорить только с 2 чеченцами, с Мухаммедом Гилаевым и со вторым Мухаммедом, который отказался назвать свою фамилию. Чеченец заявил, что он получил контузию в боях за свободу Ичкерии, как он выразился, и в 5-ю больницу, как он попал, он не помнит, по его словам. И выразил готовность после соответствующего лечения продолжать свою борьбу за свободу своего народа. Съемочную группу ОРТ не пропустили в 5-й больнице дальше 1-го этажа, причем главврач был настроен весьма агрессивно. Почему вас интересует этот народ? Вот такая война идет. Может, русского раненого может лечить, а чеченского нельзя лечить? Далее, как уже повелось, он опроверг информацию о том, что в этой больнице лечатся чеченские боевики. Ни одного чеченского гражданина в нашей больнице не лечится. Была 10 дней тому назад 2 женщина, 1 старик. В клинику больных из Чечни устраивает некая Мариетта. Нам эту женщину представили как сотрудницу так называемого представительства Чечни в Баку. Она отказалась дать интервью корреспондентам ОРТ. Все, что вы видите на этих кадрах, снято скрытой камерой. Я с язвой желудка, один пролечился, там на грани прободильной был, вот с пневмонией, ожоговый больной был. Лекарства нуждаются. Лекарства мы выдаем, питание даем, то, чего нет в этой больнице. По возможности они оказывают
помощь. По свидетельству одного из врачей, имя его он попросил не называть, больные из Чечни проходят лечение в клинике по направлению Министерства здравоохранения Азербайджана. Наргиз Шикинская, Надар Зейналов, ОРТ, Баку. Сочувствие и поддержку чеченские сепаратисты находят и в Польше. Там уже давно функционируют некие чеченские информационные центры и представительства режима боевиков. Время от времени они устраивали шумные пропагандистские акции. Но то, что произошло сегодня в Познани, не имеет прецедента в российско-польских отношениях. Группа хулиганов атаковала генеральное консульство нашей страны в этом городе и осквернила символы российской государственности. К разного рода провокациям работники российского консульства в Познани уже привыкли. Инцидент, случившийся 23 февраля, стал пятым за последние 3 месяца. Но впервые экстремисты проникли на территорию дипломатической миссии. Около 16 часов по местному времени 5 молодых поляков из группы, проводившей несанкционированный прочеченский митинг, сломали ворота и бросились к зданию консульства. Под равнодушными взглядами польских полицейских молодчики из так называемого комитета «Свободный Кавказ» принялись расписывать стены антироссийскими лозунгами и свастикой. Герб России они залили несмываемой черной краской, а государственный флаг разорвали в клочья и сожгли. Затем на флагштоке появилось знамя Чеченской республики Ичкерия. По словам наших дипломатов, расстояние от ближайшего полицейского участка до консульства как от Кремля до Охотного ряда. Но специальный наряд, несмотря на неоднократные вызовы, прибыл лишь через полчаса. Экстремистам хватило на все 20 минут. Сегодня на Смоленскую площадь в Москве был вызван посол Польши в России Анджей Залуцкий. Вот выдержка из врученной ему ноты. МИД России расценивает бездействие польских властей как фактическое поощрение экстремистов, как нежелание создать нормальные условия для работы российских представительств в Польше, со всеми вытекающими отсюда последствиями для двусторонних отношений. Это хулиганская акция, которая, конечно, заслуживает самого серьезного осуждения. К сожалению, приходится отмечать, что в Польше уже длительное время действуют различные организации, которые публично заявляют о своих симпатиях к чеченским террористам и не получают должной оценки и должного осуждения со стороны официальных властей Польши. Уже известна и официальная реакция польского МИДа. Сожаление и надежда, что двусторонние отношения не пострадают. Представители главной комендатуры польской полиции утверждают, данных для установления личности нападавших достаточно. Между тем, один из молодчиков, некий Петр Лисевич, весь сегодняшний день свободно раздавал бахвальные интервью польским СМИ. Так называемые акции протеста, приуроченные к 56-й годовщине депортации чеченского народа, прошли перед посольством России в Варшаве, консульскими отделениями в Кракове и Гданьске. А в городе Беляска-Бяла неизвестные осквернили кладбище советских воинов, где покоятся останки 11 тысяч русских солдат, освобождавших Польшу во время Второй мировой войны. Петр Филь, ОРТ.